9 сентября в единый день голосования состоятся дополнительные выборы депутатов Госсовета и местных представительных органов власти. На 5 свободных мандатов в региональном парламенте претендуют 23 кандидата от различных политических партий. 7 партий у нас приняло участие в выдвижении кандидатов на этих выборах. Это 4 парламентские партии. Партия «Родина», партия «Коммунисты России». И впервые участвовала в избирательной кампании на нашей территории это Трудовая партия России. Выдвинуто всего было 28 кандидатов с учетом 4 самовыдвиженцев. Но что касается парламентских партий, партия «Родина» и «Коммунисты России», их участие, по сути, в избирательной кампании упрощено, и кандидатам не надо было собирать подписи. Они регистрировались в заявительном порядке. Представитель Трудовой партии России вообще не стал собирать подписи в свою поддержку, вследствие чего ему было отказано в регистрации. По этой же причине из предвыборной гонки выбыл один из 4 самовыдвиженцев. Еще у 2 забраковали подписи, последний не успел по срокам. Итак, окончательный список кандидатов на дополнительные выборы в Госсовет выглядит следующим образом. Академический избирательный округ номер 2. Здесь 4 кандидата. Усачев Сергей Анатольевич выдвинут «Единой России». От партии ЛДПР Габанов Михаил Алексеевич. Коммунистическая партия Российской Федерации выдвинула Станислава Васильевича Штраллера. От «Справедливой России» Воробьев Виктор Викторович. 5 кандидатов зарегистрирована в Северном избирательном округе номер 5. «Единую Россию» представляет Сергей Владимирович Гагаузов. Виталий Михайлович Журавлев идет на выборы от Либерально-демократической партии России. КПРФ выдвинула Наталью Ивановну Гавриленко. От партии «Родина» Юрий Евгеньевич Беляцкий. Кандидат от «Справедливой России» Илларионов Сергей Иванович. В Печорском избирательном округе номер 8 4 кандидата. Карельская Марина Константиновна. Выдвинута «Единой Россией». Олейник Виктор Викторович, ЛДПР. От Коммунистической партии России заявлен Магомедов Муслим Магомаевич. Коньков Геннадий Константинович представляет «Справедливую Россию». В Приполярном избирательном округе номер 9 «Единая Россия» выдвинула Макарова Сергея Геннадьевича. Никитин Андрей Андреевич, кандидат от ЛДПР. Екатерина Валериановна Дьячкова представляет КПРФ. От «Справедливой России» на место в Госсовете Коми претендует Сергей Александрович Комольцев. И, наконец, Ираёльский избирательный округ номер 10. Здесь самая высокая конкуренция – 6 кандидатов в депутаты регионального парламента. Алексей Владимирович Чупров представляет «Единую Россию». ЛДПР выдвинула Филипченко Ивана Сергеевича. От КПРФ Терентьев Анатолий Филиппович. Единственный кандидат от партии «Родина» Андрей Юрьевич Латкин. Коммунисты России заявили на выборы Ивана Григорьевича Рубана, а «Справедливая Россия» Николая Николаевича Шаталова. Хорошую активность политические партии проявили и при выдвижении кандидатов на местные выборы в Советы районов, городов и поселений. В регистрации отказано всего 4 претендентам. 3 не представили сведений о своей судимости. Еще один потенциальный кандидат из Ухты не сумел собрать подписи в свою поддержку. Что касается политических партий и количества кандидатов, которые они выдвинули. 100% вакансий, мандатов, так скажем, не закрыл никто. В настоящее время «Единая Россия» претендует на 63 места из 66 имеющихся. На втором месте у нас политическая партия ЛДПР, 32, по сути, соответственно, из 66, то есть 48%. Ну и на третьем месте у нас находится партия самовыдвиженцев. 29 самовыдвиженцев претендуют на депутатские мандаты в городах, районах и поселениях. «Справедливая Россия» заявила 14 кандидатов, 13 от КПРФ, по одному выдвинула партия «Возрождение России» и Российский объединенный трудовой фронт. Вот таким образом в кампании продолжают участвовать 153 кандидата по местным выборам. Конкурентность обеспечена по 2-3 человека на один мандат. Ну и в разных округах степень этой конкуренции она, по сути, разная. Следующий этап избирательной кампании «Агитация в СМИ» стартует 11 августа. Кандидаты в депутаты представят свои программы на государственных телерадиоканалах и в печатных изданиях. Жеребьевка эфирного времени уже проведена. Алексей Корчма, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.